Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео я решил посвятить опять-таки самоделке, а именно такому интересному музыкальному инструменту, как варган. То есть буду я его делать из дерева. Вот я уже начал. Это, кстати, та же самая черешня, пока что стругаю ее. Такой вот язычок, который будет издавать звук, я уже сделал. Вырезал я его из такой пилы. То есть здесь по дереву было, точнее вот осталось, как мы хорошо видим, да, сейчас, а здесь было по металлу. Ну, в общем, тихо-тихо вот придаю форму варгана, после чего надо будет здесь высверлить отверстие. От него надо будет просверлить сюда вот так, линию просверлить. После чего надо будет ее расширять. После этого мы закрепим вот тут. То есть когда это будет все как надо, да, согнем вот это, и она будет издавать интересный звук. Ладно, продолжу я. Ну вот, друзья, я придал ему форму. Сейчас начинаю пилить, пропиливать. Не знаю, сделать не до конца или до конца, в принципе, разницы нет. Если сделать не до конца, он будет более прочнее. Разумеется, он уменьшится в размере. Это первая обработка такая грубая. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Ну, в общем, вот что получается, друзья, вот такая вот ерунда. Тихо-тихо прогрызаю. Потом мне надо будет немножечко еще уменьшить в толщине. Короче, на сегодня хватит. Я сильно порезал руку. Чем попало, замотал, блин. Как назло, бинт закончился. В общем, как-нибудь уже потом продолжу. Но, разумеется, видео останется. Продолжу. Короче, я, как говорится, не могу. Терпешки нету. Уже продолжаю с перевязанной рукой. Уже вот таким макаром тихо-тихо приближаемся к нужной нам форме. Ну вот, друзья, дошло до того момента, что уже нужно делать пропилы и вставлять язычок. Ну, в общем, как вы видите, надо сделать вот такой пропил один, правильно? Здесь. А потом надо будет аккуратно это выбить. Но выбить так, чтобы это не сломать. То есть после того, как мы вставим язычок, эту же вставочку обратно мы на эпоксидку опять-таки посадим и хорошенько зажмем струбцинами. И все, по идее, она очень будет крепко держаться. После того, как высохнет, здесь, разумеется, может быть, будет миллиметр выступ какой-нибудь, да, или здесь где-нибудь. Это ерунда, это все сошлифовывается, само собой, и все. То есть это самый оптимальный вариант крепления. И, скажем так, более красивший такой, да, то есть не то, чтобы там взять просто его, тупо взять, закрутить шурупами. Ну, не то, чтобы, может быть, и так можно, да, конечно, но мне как-то так больше нравится, я думаю. Ну все. Сейчас вот будем... Один я пропилил уже. Сейчас вот... То есть я вот специально так пилю простым полотном по металлу, так как у него аккуратный получается с пропилы. Я его снял с самой, самой ножовки, так более аккуратно получается. Потому что тут немножко еще, знаете, как еще этим формой ласточки на этот хвост. Из-за этого лучше я так пропилю, гораздо точнее будет.
друзья, осталось нам теперь это выбить. Я не знаю другого способа, как взять просто-напросто и слегка постукивая именно выбить эту часть. Но я думаю, что это немножко опасно действительно все-таки так делать. Лучше с этой стороны, вот так. Так. То есть это вот так. Вот все. Сейчас вы видите. Вот, друзья, она у нас сошла. Больше ее часть, конечно, здесь немножко осталось. Но это ничего страшного, это можно будет сейчас опять-таки снять. Потом ее же уже посадить вместе с ним на клей отдельно. А потом их две вместе туда и загнать. То есть ничего такого нет. Ну все, я думаю, все было понятно. Уже вернусь, когда буду вставлять эту язычок. Думаю, пропил готов. Нормально. Все равно это будет надфилем. После надфилем надо будет в основном доработать ямочку. Там должно быть, да? То есть вот так. Все. И теперь что мы делать должны? Я думаю, надо будет его заранее согнуть, чтобы он уже при склейке, то есть не был такой вот, чтобы склеился как надо. Хотя это не мешает, но все равно. Так, мы подошли к самому ответственному моменту. Теперь нам нужно согнуть в нужном месте наш язычок. Так, теперь надо главное рассчитать, в какую сторону будет у нас лапка. Соответственно, если у нас лапка будет здесь, значит мы с этой стороны будем дергать, правильно? Давление будет идти вниз. Да, все правильно, надо сюда ее сгибать. Теперь мы берем, просто включаем там, где нам нужно согнуть. Ну, вот тут где-то. У меня горелки нету, так что будем греть нас простой свечки. Странной такой формы. Заранее вооружившись круглогубцами, то есть на меня. Надо делать аккуратно, потому что может все испортиться за какие-то, из-за такой ерунды все испортится, короче, может. Вся работа будет на смарку. И вот так вот тихо-тихо. Конечно, кто-то может сказать, что слишком долго я это делаю, но, увы, я это делаю первый раз в жизни. И не хочу запороть всю работу. Почти. Чуть-чуть еще подогрею.
Ровно там, где и нужно было. Все правильно. Теперь, после этого, нужно кончик согнуть. Не менее, как говорится, важный момент. На мой взгляд, даже самый тяжелый. Хорошо было бы вообще его до красна раскалить. Почему вообще я это делаю? Как правило, это нужно делать. Потому что, друзья, если это не делать, она просто сломается. То есть надо именно греть. Тогда мы сделаем все как надо. Только желательно это делать именно круглогубцами, друзья. Ну вот, все. Как говорится, первый раз в жизни это делаю. Теперь я это навряд ли поймаю фокусом. Даже не знаю, как вам это показать, что ли. Сейчас. Приблизительно вот так. Вот. Ну вот, друзья. Приблизительно, чтобы вы видели. То есть здесь изгиб и вот эта лапка. Вот так должно выглядеть приблизительно это. Разумеется, эта черноту все смоется. Ну вот, друзья, это я уже его заклеил. Зажал струбцинами. Как видите, уже я решил все-таки отрезать. То есть он вот так вот будет выглядеть. Немножко здесь он, конечно, намочился в клею. Сейчас попробую поближе. Вот видите, видно вот так вот. В общем, зажал крепко. Думаю, высохнет, будет нормально держаться. Но я думаю, он будет все-таки немножко глуховат, не будет, немножко басовый будет. Не так, как все-таки металлический. Ну, вот для эксперимента. Немножко я укоротил, кстати, этот, потому что он был слишком длинный. Чуть-чуть укоротил. Ладно, вернусь уже тогда, когда он будет готов. После этого, когда высохнет, я его еще немножко обточу. А точнее, шкуркой вручную пройдусь. Ну и все. Ребят, как я и предполагал, честно говоря, у меня так и получилось. Немножко ошибка вышла. То есть пришлось все-таки мне ее снимать, потому что эпоксидка, дерево-то она хорошо сцепила. Еще, видать, я немножко поторопился. Ну, короче, эта ерунда все-таки не удержалась. Она начала немножко болтаться, тем самым сам язычок начал, вот если вы видите, вот тут начал вот так ходить туда-сюда, вот так, да, вот, вилять, и тем самым начал задевать, то есть это кошмар. То есть я уже, пришлось мне это выбить, оно вытащил я. Я решил немножко по-другому сделать. Я взял вот в нем, просверлил два отверстия. И пришлось мне пожертвовать своим китайским фонариком. Но это ерунда, я найду, все равно сделаю. Пришлось мне пожертвовать
Сейчас. Короче, из него я вытащил, друзья, 2 шурупа. Вот такие маленькие. Они очень маленькие. То есть, и я хочу сделать все то же самое. То есть, я вот так приложу. То есть, ну, вы уже поняли, да, я думаю, это тут ничего такого нет. Вот так приложу, как обычно. Закручу, как раз эта длина позволяет. Вот почему мне пришлось, как говорится, пожертвовать своим фонариком китайским. Ну, в общем, неважно. Закручу хорошенько. То есть я хотел сначала один, потом думаю, нет, один все равно не позволит быть, ну, очень таким устойчивым, да. Ну и все, а после этого я просто-напросто опять-таки возьму на эпоксидку, посажу это. То есть это все нормально склеивает, но главное, что теперь это не будет болтаться, понимаете, сам язычок. То есть это как бы, грубо говоря, на данный момент будет как бы декоративная крышечка, чтобы не были видны эти винты и все, вот и все. Ну все, там буду делать тихо-тихо, потом вернусь. Короче, как говорится, не обошлось без проблем. Маленькие шурупы, то что они, это я до этого вам показывал, они не подошли, так как один сломался, короче, проблемы за проблемами пошли. Я начал пользоваться, уже нашел шурупы чуть потолще, то есть вот такие, да, где-то вот. И в момент, когда я начал закручивать, она немножко начала трескаться. То есть это просто кошмар. Я думал, что все, хана. Слегка она немножко треснула, но не до конца. Теперь что? Теперь я просто думаю, как-то надо это спасти, а милое дело это. Я, короче, взял вот так, друзья, отсюда вот просверлил дырку вдоль, именно вот в той части, вот в это. Ну, то есть, грубо говоря, вот так, да, тоже вот так просверлил дырку, вот так вдоль. Поняли, да? Теперь что я сделаю? Я возьму простую зубочистку. Смочу ее всю, намочу ее в эпоксидке. Просто-напросто вот так. Она здесь плотно садится. Вот так. Ставлю. Понял, вот так, да, вот так. То есть она вот так ее скрепит, там высохнет. Разумеется, здесь же я тоже зажму струбцинами. Получится так, что я здесь зажал. Это будет, разумеется, тоже все там склеится. Когда это все хорошенько просохнет, можно это будет все снять, я думаю, это будет держать. Как-никак все-таки дерево с деревом на эпоксидке, может даже не эпоксидку, а простую ПВА, ПВА с деревом еще лучше. Скорее всего, ПВА я сделаю. В общем, приходится реставрировать, но я думаю, все будет нормально. Все-таки не такие большие физические нагрузки на нее полагаются. Если это сделать, то все будет нормально. Итак, друзья, ну, в общем, что я теперь решил сделать? То есть я уже вот его закрепил на шуруп. Один шуруп я все-таки вставил. При этом когда я его закручиваю, я сжал вот это место струбцинами. Вот так. То есть вот так, да. Чтобы она не разошлась. Вроде бы все нормально пока. Так, вторую дырку я сделал насквозь. Вырезал такой, скажем так, по диаметру из той же черешни. Прутик небольшой. Вот теперь я буду ПВА. Буду заливать туда постепенно, как я сделал зубочисткой. Я делаю для того, чтобы шуруп все-таки раздвигает. Я теперь думаю вот сделать сначала так, потом этот шуруп я вытащу, здесь сделаю то же самое, скорее всего. По идее, они для чего нужны? Чтобы просто она не бегала вот влево-вправо. После этого я этой крышечкой деревянной сверху заливаю это все этой эпоксидкой. И этой крышечкой декоративной то закроется все это. Просто получится так, что там небольшие штыри внутри. Понимаете как? Которые не дают ей влево-вправо гулять. Ну а там я уже не знаю, друзья, как это все будет выглядеть. И будет ли это прочно. Но я думаю, что будет. Все-таки ПВА очень мощно склеивает дерево. То есть это я могу сказать по опыту. Я раньше клал паркет. То есть я занимался этим. Я помню, я
просто-напросто ради эксперимента склеил две клепки паркетные. Между собой просто вот так положил, склеил и на ночь оставил. На следующий день, придя на работу, я просто обалдел, я не мог их оторвать. Я молотком лупил по ней, пока она не сломалась. Между прочим, сломалась она по дереву. То есть сам стык так и остался. То есть это просто отлично. В общем, друзья, пока будет ладненько. Я ее зажал так вдоль, чтобы она всю трещинку пропитала и хорошенько. Но там она мне повезло, что она не до конца треснула. Только начала, и я вот так решил закрепить. В общем, теперь я стал делать новую крышечку для этого всего. Так как там в одной стороне шуруп, а с другой стороны дерево, точнее зубочистка, точнее палочка, ничего страшного, я вырежу, там это я не считаю. Но шуруп, шапочка, она будет мешать. Соответственно, я вот такую ерунду сделал. Вот так, друзья. То есть вот это место как раз для шапочки. То есть она вот так сядет. Понимаете как? И тем самым у нас шуруп не будет мешать. После этого я все это, разумеется, посажу на эпоксидку. То есть все это, разумеется, сядет на эпоксидку. Тоже вот так все хорошенько прижму. И уже, разумеется, струбциной. То есть у меня есть маленькие струбцины. Вы уже видели до этого ее. Все это хорошенько прижмется. Все это хорошенько высохнет. И все, друзья. То есть это, я думаю, это будет намертво. Так как та трещинка, то что была, она с этой стороны будет, точнее с этой стороны укреплена уже, правильно? То есть вдоль. Потом идет этот штырь вниз, тоже весь, и внутри я смазал эту дырочку столярным ПВА, короче, клеем. Ну и, соответственно, вот это тоже. То есть после этого, когда это соединится с тем, друзья, я уверяю, это будет просто... Все это зальется эпоксидкой, зажмет и все. То есть для каких-то там простых игры на ней, то есть это, я думаю, хватит этого. Вот, а пока что вот он уже, даже я не зажал, один шуруп держит уже. Кстати, до этого я проверял, так, он действительно уже звук издает. Надеюсь, я все-таки доберусь до конца этой работы. Честно говоря, я понимаю, можно было бы просто взять, заклепать и все. Так у меня нету этих проволок алюминиевых и никаких вообще. Из-за этого вот такая вот галиматья. Ну ничего. Главное все это хорошо усадить на ПВА, точнее на эпоксидку. Вот я уже начинаю насаживать сверху ту самую крышечку. Правда, я не буду использовать эпоксидку. Все-таки я хочу использовать для этого. Опс. Ничего, сейчас мы здесь сделаем так, зажмем. А после зажмем тиски. Думаю, вы суть уловили, что я имел в виду, что я именно делал. Все вот так. Вот если сейчас я попробую. Только отодвину камеру. Ну вот, друзья, вот так я его зажал, короче. То есть с этой стороны и с этой стороны она сжимает так. А струбцинка сжимает вот так. Саму крышку, разумеется, то что. Ну все вроде бы. То есть сами, видимо, можете видеть, подогнал немножко нам так более-менее. Ну ничего, для первого раза. Да и в принципе звучит, я уже проверял. То есть он нормально звучит. Разумеется, это все я буду обрабатывать. Там, если может что-то скажет, ты деревянную деталь так грубо зажимаешь. Но я не просто так ее зажимаю. Я знаю, что у меня еще там есть минимум 2-3 миллиметра, которых я могу снять. И я буду их все равно стачивать немножко. Короче, это все обработается, разумеется. Крышечку же надо будет мне сравнять с общей, правильно, поверхностью. Ну вот и все. То есть это и не важно. Из-за этого я изначально за это не парюсь.
Короче, друзья, Ну все, прошли когда будет сутки. все готово. Я вот его снял, струбцин. Разумеется, все это обработается. Тут даже осталась вот эта та самая зубочистка. Что-то никак не сфокусирует. Ну, в общем, вот, вы поняли. То есть это я все, разумеется, шкурка все это обработается тоже. Вот та самая крышка. Сидит как летая. То есть это вообще хрен ее вытащишь стопудово. Ну все это я отрежу лишнее, то есть поэтому все это обработается, ну, там, шлифую. Думаю, будет ничего. Ну вот, друзья, тихо-тихо продвигаемся. Решил я его все-таки продекорить немножко, а именно это залитый в эпоксидную смолу настоящий клык. Не то шакала, не то волка, я точно не знаю. Но это точно одно из двух. В общем, вот так вот. Потом я еще добавил вот такую перегородочку, чтобы он был более устойчивый. То есть с другой стороны вот так вот выглядит это. То есть с этой стороны он не мешает вот этому язычку вообще ни в коем случае никак. Ну, в общем, пока это все сохнет, то есть это немножко липкое пока. Вот. Здесь, видите, была трещинка, туда вся эпоксидка затекла. И очень даже хорошо. Потом сюда отшкурится. А, кстати, как я вот это все делал, то есть я немножко увлекаюсь тоже. Вот это полностью мной вырезано деревянное такое, коловрат деревянный. И просто-напросто залито эпоксидной смолой. Вот такая вот ерунда. Настоящий коловрат, вырезанный из сосны. Ну, в общем, то же самое я делал и с этим же, скажем так, клыком. Вот с этим же клыком. После я вырезал просто в этом варгане углубление под него, вставил и посадил на эпоксидку. Разумеется, это потом все должно высохнуть. Сейчас оно у меня лежит в духовке, чтобы быстро высохло. Все это отшлифуется, покроется лаком. Ну, вы увидите. А вот то, что в трещинку затекло, это хорошо. Очень хорошо даже. Итак, друзья, ну, в общем, я закончил. Наконец-таки уже пропитал его в масле. То есть где-то при 80, при 90 градусов температура была. То есть я не стал уже там возиться с этим. Ну, здесь отшкурил так. Я не стал, честно говоря. У меня просто не было шкурки мелкой. Но я думаю, это и не обязательно. Вот давайте посмотрим. То есть вот такой клык. То есть вот такой варган, друзья мои. Я, наверное, его делал, честно говоря, я вам скажу, чуть ли не 2 недели, наверное, потому что у меня то работа, то что-то дома, то что-то чего-то. Если вы заметите, обратите внимание, то вот тут вот видно зубочистка та самая, которая внутри. Вот с другой стороны она вот тут. То есть все это сгладилось, все это идеально в этом плане. Я сюда, опять-таки повторюсь, наклеил такую зажал ее 2 струбцинами. Это очень прочно, очень сильно. Сюда, опять-таки повторюсь, вставил в углубление в эпоксидной смоле настоящий клык шакала. По-моему, это шакал все-таки, потому что волки там не водятся у нас, обычно шакалы. Ну ничего страшного, все равно интересно. Честно говоря, как говорится, такой инструментик, да, как диковинку будет. То есть, ну, я решил так, как бы сказать, сделать. Ну, мне кажется, так будет ничего. И вот так вот. Как видите, тут вот эта вставочка та самая, которая, если вы вспомните, что я говорил в начале видео, я уже сам, честно говоря, не помню. Ну, неважно. То есть,
И эту вставочку, друзья мои, я еще закрепил этим же клыком. Понимаете как? То есть это все, вот это все в углубление где-то до половины, даже больше. Вот это именно ямочка, залита эпоксидной смолой с этим клыком. Соответственно, она вот эту часть всю примыкает, как раз таки ту трещинку, кстати, вот она тут. Она вот тут была, эта трещинка. И чуть-чуть заходила сюда. Чуток вот, видите? Она вся залилась этой эпоксидной смолой. То есть практически вообще, смотрите, я вот давлю, он не давится вообще. То есть, в принципе, нормальная. То есть, соответственно, то есть любой инструмент можно раздолбать, правильно, грубо говоря. Но если аккуратно пользоваться, то и вот реально все нормально, все держится. Ну, в общем, пропитал я его в масле, еще раз повторю. И, разумеется, дерево-то у нас что за дерево, друзья мои? Это, собственно, черешня из моего сада, который я до этого показывал, как я ее сушил. Вот, кстати, она, друзья. Вот из такого же точно бруска, только чуть потоньше. Из такого вот бруска я точил вот эту ерунду, грубо говоря. Ну, такой, знаете, получился олдскульный, да, грубо говоря. Ну вот послушайте, как он звучит. То есть я вот сейчас подойду ближе к камере, если вы слышите. Ну вот. То есть я, разумеется, им не умею пользоваться, грубо говоря, да, ну, что знаю, то и делаю. Ну, в общем, и так далее. То есть я считаю, что деревянный варган обязательно следует пропитать маслом, потому что хочешь не хочешь, все-таки соприкосновение с слюной с этой стороны и так далее, то есть это все-таки желательно, на мой взгляд. Ну, в общем-то, все, друзья мои, то есть вот такая вот ерунда у меня получилась буквально за 2 недели и так далее. Может быть, я вскоре сделаю для него такой небольшой чехольчик, то есть чтобы он нормально укладывался, а именно вот этой стороной, друзья мои, вот этой, да, вот, потому что его можно легко поломать, что, наверное, вниз будет уходить вот так. Но это я, разумеется, запишу видео, а пока что вот такой вот звучок. Повторюсь, я не умею играть на нем, я просто что-то пытаюсь на нем сделать так. Не знаю, он немножко такой басовый получился, скорее всего.
общем-то, все это, грубо говоря, что я знаю о нем и как я знаю играть на нем. Да, он, конечно же, немножко басовый, то есть он не звонкий, но, грубо говоря, это и есть басовый, то есть варган. При всем при том, что я не умею играть. Ну, в общем, вот такая вот ерунда получилась. Если судить его вот так, то есть... Я не знаю, мне нравится. Еще с таким гладким. Друзья мои, я его как надо отшкурил в этом плане. То есть у меня клык находится под эпоксидной смолой, залитый туда внутрь. Все как надо. Небольшой декор. Как-никак такой шаманский, да? И клык тут. Ну, в общем-то, вот так вот. Спасибо, что у вас хватило терпения досмотреть до конца. Все, друзья мои. С вами был ваш Коваль. Как говорится, всех вам благ. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я, разумеется, думаю, я в дальнейшем запишу обязательно видео о том, как я буду делать из толстой алюминиевой, а может быть даже из стальной пластины такой варган. Ну, как говорится, поживем увидим. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.